В любом случае у нас не только водителей должны поставлять, и разведчиков, и стрелков, и снайперов, и техников, и других аккумуляторщиков. Много специализаций можно делать. Задачи осенней призывной кампании обсудили на совещании в Магасе с участием главы Ингушетии. Сегодня главный обряд хаджа, стояние на горе Арафат, совершили мусульмане, паломники, прибывшие в Саудовскую Аравию со всего мира. Присвоить звание почетный гражданин города Сунжа Шадиеву Султану Арсамановичу. Образ жизни достойный примера. В Сунже прошла церемония присвоения звания почетный гражданин города. У нас в республике существует такая программа «Помощь молодоженам». Я хотела бы узнать, могу ли я попасть в эту программу. 6 сентября ждем выхода в эфир новой программы «Диалог с народом». Подробнее о проекте расскажет Зарима Ивлоева. К сожалению, не у всех родителей есть возможность обеспечить своего ребенка всем необходимым. Именно для таких малоимущих семей проводится акция «Собери ребенка в школу». Мы помогли собрать детей в школу. К всероссийской акции присоединились сотрудники НТРК «Ингушетия». Добрый вечер. Это новости 24. Ну, начнем выпуск с главной спортивной новости. Хасан Холмурзаев взял бронзу на чемпионате мира. Наш дзюдоист остановился в шаге от финала, уступив оценкой в Азаре право бороться за золото немецкому спортсмену. Но на этом выступление Хасана не закончилось. В схватке за бронзу он уверенно взял верх над спортсменом из Монголии. А уже завтра на татами выйдет Хусейн Холмурзаев, чтобы побороться за золото в весовой категории до 90 килограммов. Ну и теперь к официальным новостям. Задачи осенней призывной кампании, которая начнется по всей стране 1 октября, обсудили на совещании в Магасе. Этой осенью из Ингушетии на службу в ряды вооруженных сил отправится около 200 человек. Большую часть молодых людей призвали еще в ходе весенней кампании. Предварительный план по осеннему призыву составлял 100 человек. Сейчас идет работа по его увеличению. При беседе с начальником ГМГШ он разрешил увеличить, поставил задачу при мне начальнику второго управления генералу Глотову, увеличение еще на 100 человек. Значит, эти увеличения на 100 человек немного у нас проблематичны в каком вопросе. Мы обучили на этот год 67 человек в ДОСАФ на водителей категории С. И они в 100 человек первоначально уже вошли. А теперь эти 100 человек мы должны просмотреть и выдать тоже только водителей категории С и немного там Д и Е. При той обстановке мы при просмотре установили, что сейчас на 30 человек у нас сверх 6-7 у нас есть в резерве. Еще 70 человек, работу будем проводить, будем добирать. Глава республики сделал замечание, что и военком, и правительство региона не дорабатывают в этом вопросе, не занимаются своим потенциальным контингентом. Он отметил, что потребность вооруженных сил в контрактниках не только по боевым, но и другим специальностям. Республика не должна поставлять только водителей. Нужно, чтобы в числе призывников были и другие военные специалисты. В любом случае у нас не только водителей должны поставлять, и разведчиков, и стрелков, и снайперов, и техников, и других аккумуляторщиков. Много специализаций можно делать. Сегодня потребность в вооруженных силах в контрактниках, именно не только там по боевым специальностям, а обеспечивать, очень сильная, колоссальная. Мы можем специально под вооруженные силы готовить контрактников в нашем энергетическом колледже и политехническом колледже. Электриков можем готовить? Можем. Аккумуляторщиков можем готовить? Можем. Экскаваторщиков, крановщиков можем готовить? У нас целая там система уже обучающая там есть. Лучше базы нету. Трубопроводников можем готовить.
Уточните, сколько нужно для округа в первую очередь. Созвонитесь со своими представителями, а может даже и съездить, договоритесь там с руководством АМУ округа, съездить туда вместе. Посмотрите, сколько нужно контрактников, по каким специализациям для округа нужно. А так с Василием Петровичем переговорите, что нужно для вооруженных сил, чтобы сказать не только водителей. У нас примерно курс обучения вот таких специализаций, это там 6-8 месяцев. Проводите курсы обучения по сокращенной программе и создайте условия для жителей, для ребят, которые могут по контракту пойти служить и осваивать вот эти совершенно мирные специальности для вооруженных сил. Открытие юноармейских патриотических комнат в школах городов и районах республики обсудили на совещании также у главы республики. Со слов регионального штаба патриотического движения Мадины Богатыревой составлен список учебных заведений, которые активно проявили себя и доказали, что они достойны содержать юноармейскую комнату. Такие комнаты необходимы, чтобы у детей появились удобные помещения со всеми атрибутами, где можно будет собираться, обсуждать вопросы патриотического характера, словом, проводить время с пользой. У меня такое предложение, если, конечно, списки готовы, Министерство образования их предоставило, распределили квоту на финансирование пошива формы по министерствам и ведомствам. По опыту работы других регионов, ну вот как вы только что сказали, они могут сделать нашивки, шевроны своего ведомства и использовать этих же юноармейцев в своих мероприятиях, да, получается. Да. Вот. Также было дано задание создать юноармейские комнаты во всех муниципальных образованиях. Вчера уже вышло поручение. Глава региона поручил до 5 сентября составить график, разработать и разослать по ведомствам положение об отрядах. Он подчеркнул, что 1 сентября 11 часов в школах необходимо отвести для обсуждения вопроса о развитии юноармейского движения, патриотического воспитания детей. До 30 сентября провести смотр всех групп юноармейцев, а в октябре собрать 1000 юноармейцев в полном составе. Юнусбек Евкуров наказал уделять особое внимание социализации ребят. В составе отрядов, по его мнению, должны быть представители разных национальностей и слоев населения. Сегодня главный обряд хаджа, стояние на горе Арафат, совершили мусульмане-паломники, прибывшие в Саудовскую Аравию со всего мира. В их числе около 1000 наших земляков. День Арафа – один из самых важных праздников ислама. Он приходится на 9-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-Хиджа и предваряет один из главных мусульманских праздников – Гурб. День Арафа является заключительным этапом в паломничестве к священной Каабе в Мекке. В этот день паломники читают дуа к Аллаху, стоя на горе Арафат. Для верующих также желательно соблюдение поста в этот день. За это обещано прощение грехов за 2 года прошлого и будущего. О том, как на Святой Земле прошел день накануне, подробно расскажет Руслан Албагачиев. И вот долгожданный 8-й день месяца Зуль-Хиджа начинается следующий этап хаджа. Паломник одевает ихрам, выполняет те же действия, что и в первый раз, когда совершал умру. Полное омовение, стрижка волос, ногтей и организованными группами отправляется в долину Минна. На горе Арафат мы будем стоять и просить его о милости, о благодати для каждого из нас, для нашего народа, для всех мусульман. И я думаю, Аллах нас услышит, и мы получим ответ на свою просьбу от Него. Вот мы прибыли, это наша палатка. Здесь размещено около 100 паломников с нашего рейса, именно мужчины, женщины в другой палатке. В этой палатке есть все необходимое для проживания. Кондиционеры, в принципе, чувствуется прохлада. حكى شامدي أبسنوك ده المغلق ده كذا كخوجي حن جوشو حن حكى شاد يعني ما تيجي نيس يجي ما ده فسيودي حقل وسي سدي هلا وقتي خل نتيجة تولديه وس حد يحكش خنيا خلدوش حم خنداس بقدر يا شيء مغلط يا دقها عبادة بيجتي بوه باب ونادي شيء دي دق دي عمرة يدات نادي دق ديات يا دق دي خدي خد بين وقت بيخاب بفتش عم يخاف ويدي بس بيخاب بصوب يا خاتين.
Обычно количество палаток в Мине достигает 100 тысяч. В них проживает порядком 3 миллионов человек. Ранее паломники приезжали сюда со своими палатками. Однако в 1997 году тут произошел пожар. Погибло около 350 человек. После этого правительство Саудии приняло решение установить стационарные жилища с тефлоновым покрытием, которое практически не горит. Вот эта вот улица, на которой проживают ингушские паломники, справа и слева мужская и женская половина. Также здесь организовано все необходимое. Бачки для мусора, также для холодной воды. Здесь находятся напитки. Есть место, где можно взять омовение. Чуть дальше находятся кухня и душевые. Палатки достаточно просторные, каждая размером 64 квадратных метра. Вся территория Минна разделена на несколько частей. Каждая линия пронумерована. Это своего рода улицы в этом громадном поселении. Конечно же, на первый взгляд условия сложные. Сейчас паломники отдыхают перед обрядами хаджа. Как только солнце встанет снова над долиной Минна, настанет 9-й день. Верующие отправятся к горе Арафат. Руслан Албгачиев, Иса Хазботов, Новости 24. Праздник Гурб для всех мусульман как символ объединения, чистоты и начала новой жизни. К этому событию в каждой семье готовится по-особенному. В течение недели по поручению главы Ингушетии малоимущим и многодетным привозили главный атрибут праздника – барашков. Из Далакова наш репортаж. 12-летний Магомед Жандаров сможет отпраздновать не первый, но такой важный в жизни каждого мусульманина праздник. Правда, в прошлом году финансовые трудности не позволили семье купить барашка. Теперь такой проблемы нет. В праздник Гурб многие не могут позволить себе провести обряд. В большинстве случаев из-за материальных трудностей. Помочь таким семьям в организации и проведении праздника, который год взялся глава Ингушетии. Еще одной из таких семей стали Шакриевы. Многодетная мать Ханифа Шакриева даже не может сдержать эмоции от столь неожиданного подарка. Преподнести необычный и столь желанный подарок семьям представители администрации села приехали лично. Видеть переполненные счастьем лица своих односельчан очень приятно, говорит глава администрации. В такое священное время для мусульман каждый добрый поступок вдвойне ценнее. Это многодетные семьи, дети-сироты. И семьи-сироты, и полусироты, которые и много, которые не могут сегодня позволить себе это. Значит, мы охватили 10 семей. Праздник Гурб продлится 3 дня. Конечно, не всем удастся в полной мере совершить обряд, но благодаря помощи неравнодушных, а в частности с подачи главы региона, сегодня таких семей стало меньше. Саид Куштов, Хава Евлоева, Новости 24. Животных для совершения обряда привезли в Малгобекский район. Там было охвачено более 40 семей и 10 семей из Сунжинского района. Теперь они смогут провести в этом году Гурб, этот священный для мусульман праздник. Эта акция проводится силами администрации Малгобекского района, а также администрациями сельских поселений. Есть люди, которые пожелали остаться неизвестными и делать шиду. В Малгобекском районе у нескольких семей не было возможности даже прийти и забрать животное. Но и тут главы сельских поселений пошли навстречу и развозили животных по домам. Аналогичная благотворительная акция прошла и в станице Троицкая, где малоимущих семей оказалось не меньше. В свою очередь глава администрации призывает помогать. Вот таким образом нуждающимся всего, как так сказать, под раздачу попали 10 голов овец.
Ну а в Сунже утвердили положение о звании «Почетный гражданин города». И в этот же день наградили первую пятерку. Почетными жителями стали жители нового 5-го города, которые внесли большой вклад в развитие республики и, в частности, муниципального образования в таких сферах, как культура, спорт, политика. Залина Магушкова продолжит. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сунжа» Шадиеву Султану Арсамаковичу. Ветеран журналистики, писатель, переводчик, научный деятель, сферы, в которых проработал Султан Шадиев на протяжении 55 лет, своей трудовой деятельности можно перечислять долго. Впрочем, трудится он по сегодняшний день, составляет школьные учебники, переводит сказки для детей не только с русского на ингушский, но и с киргизского. Присвоение звания почетного гражданина Сунжи, где он живет уже 24 года, для него стало подарком на юбилей. В этом году Султану Шадиеву исполнилось 80 лет. Звание обязывает многому. Почему? Потому что я должен быть примером в жизни и в творчестве, и в быту для всех граждан, которые живут со мной вместе. Нельзя соизмерить никакими деньгами, ни средствами, ни богатством. Это почетное звание, поскольку это признание тебя, твоей трудовой деятельности и твоей жизни. Депутаты Горсовета Сунжи впервые за историю нового города чествуют почетных граждан. Положение о звании было утверждено на повестке 8-го заседания депутатов Горсовета 1-го созыва. Согласно этому документу, почетные граждане Сунжи получают и некоторые привилегии. Быть приняты всеми должностными лицами нашего муниципального образования. О том, что на все мероприятия он должен быть приглашен и как почетный гость должен быть на все мероприятия, организованные на территории нашего города. Также он имеет право участвовать в открытых заседаниях нашего городского совета депутатов, наших заседаниях, и вносить нам предложения, высказывать свое мнение по каждому нашему вопросу. Мы определили 5 фамилий, я вам сейчас озвучу. Эти люди заслуженные, уважаемые. Думаю, все в республике знают их заслуги, знают этих людей. Они стояли у истока образования нашей республики. Очень серьезно ответственные люди. Это Богатырев Бембулат Герцевич, это Апиев Салман Ахмедович, Шадиев Султан Арсамакович, Расумов Исмаил Багимович, Накостоев Хаваш Алиевич. Не случайно в списке почетных граждан Сунжи 2 писателя. Город можно считать ингушским центром литературы, ведь здесь располагается Республиканская библиотека имени Джамалдина Индиева. Хаваш Накостоев – автор более 50 научных работ, член Союза журналистов и писателей Ингушетии. «Мысли об ингушской литературе» – одна из последних его книг. Сидович, согласен, как-то чудовым, да дух согласен, театр. Аскет чего, сун вашеры, хочу так ахею камени, а хигачка, а де чего версунианцы, дел реасошан маслины. Сей вашля доллар, дед хочу так, ерцы, бакиевертыш, шу, есути сунилар, дехки дадутыш. Почетным гражданинам города вручают грамоты о присвоении звания удостоверения, а также памятные подарки. В первую пятерку почетных граждан вошел и Исмаил Расумов. 30 лет своей жизни он отдал тренерской деятельности в карате. Исмаил воспитал множество чемпионов и мастеров спорта. Сейчас он тренирует более 100 юных каратистов. Я не думал, что я попаду в этот список, но я думаю, что я в дальнейшем буду работать больше, стараться, что наша молодежь будет еще больше заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. При формировании списка почетных граждан, пожалуй, первым в него внесли имя Бембулата Богатырева. В прошлом политический деятель участвовал в разработке и принятии федеральных законов о реабилитации репрессированных народов и об образовании Ингушетии в составе России. Поздравить почетного гражданина Сунжи депутаты отправились к нему на дом. Гостей народный депутат, как и всегда, принимает в веселом расположении духа. Почетный гражданин города Сунжи, она звание. Вот так.
Номер один, Хауаху. Меня женили, да? Да, все должен вспомнить, что я есть такой. Согласно положению, городской совет депутатов Сунжи каждый год может присуждать звание почетного горожанина 4 гражданинам. Это звание за ними закрепляется навсегда. Залина Могушкова, Магомед Урусханов, Новости 24. Очередная программа «Диалог с народом» с участием главы Республики Юнусбека Евкурова выйдет в эфир национальной телерадиокомпании «Ингушетия» 6 сентября в 17:00. Свои вопросы руководителю региона могут задать в прямом эфире жители региона и все желающие из любой точки страны и мира. Сейчас нашими коллегами ведется активная работа по сбору обращений. Зарема Ивлоева расскажет обо всем подробно. Добрый день, Юнусбек Баматгиреевич. Я жительница станицы Вознесеновской. У меня такой вопрос. Будет ли для наших жителей построена больница где-нибудь? У нас в республике существует такая программа «Помощь молодоженам». Я хотела бы узнать, могу ли я попасть в эту программу. До диалога Юнусбека Евкурова с народом остается ровно неделя. Наши корреспонденты собирают вопросы, обращения и жалобы жителей по всему региону. Если провести сравнительный анализ по блокам, то можно с точностью сказать, что в 2017-м социальная сфера остается самой актуальной по обращениям. На втором месте вопросы ЖКХ и проблема нехватки образовательных учреждений в отдаленных районах. В нашем селе около 100 детей дошкольного возраста и отсутствует детский садик. Если это возможно, хотелось бы попросить вас хотя бы временно, пока нам его не построят, открыть либо при школе дошкольное образовательное учреждение, либо уже как-то построить этот садик. Помимо видеообращений можно оставлять заявку и в колл-центр. Обращения по телефону будут приниматься вплоть до окончания прямого включения. Напомню, что Юнусбек Евкуров общается с населением в рамках программы «Диалог с народом» 3-4 раза в год. И если подводить итог за 2016, то в целом главе региона поступило около 2000 вопросов, и каждый из них был рассмотрен специальной комиссией. Впрочем, можно обращаться не только с проблемами, но и загадать желание, как это сделала Мадина Дзейтова, которая в прямом эфире попросила у главы республики компьютер. Она говорит, я знаю, кто мне может подарить ноутбук, говорит, я напишу ему. Ну, я говорю, раз напиши, говорю, ну, как-то не думали, правда сказать. Ну, она надеялась, что он поздравит. На последней программе дозвонившиеся чаще интересовались вопросами религиозного характера. Многие просили содействия в вопросе выделения грантов для поддержки начинающих фермеров. Также интересна тема переселения. В режиме реального времени Юнусбек Евкуров дал исчерпывающие ответы на все вопросы. По отдельным просьбам пообещал разобраться в короткие сроки. Практика показывает, что сам формат программы «Диалог с народом» он не теряет своей актуальности. Более того, как только мы объявляем официальную дату выхода в эфир программы, вопросы, обращения от жителей, они просто сыпятся. Это, в принципе, естественно, это радует. Так что программа вот за эти годы, она абсолютно полностью себя оправдала, реализовала, ее ждут. И, наверное, не ждали бы, если бы она была просто какой-то формальной и ни о чем. Напомню, что дозвониться можно как в прямом эфире, так и задать вопрос заранее, по номерам, которые выведены на экран. Также вы можете отправить сообщение на короткий номер 4647 с кодовым словом «Диалог» или на сайт ingushetia.ru, указав имя, фамилию, номер телефона и домашний адрес. Зарема Ивлоева, Хава Султыгова, Новости 24. Ну а мы продолжаем освещать реализацию всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Не только освещать, но и сами решили присоединиться к благому делу. По инициативе главы Ингушетии и по поручению руководителя телерадиокомпании мы выехали в селение Сурхахи и Плиево. Презенты от НТРК Ингушетия помогли многим семьям избежать больших затрат. Наш корреспондент Мака Килиматова лично принимала участие. В преддверии начала учебного года школьники активно ведут подготовку учебных принадлежностей. К сожалению, не у всех родителей есть возможность обеспечить своего ребенка всем необходимым. Именно для таких малоимущих семей проводится акция «Собери ребенка в школу».
Коллектив НТРК тоже решил внести свой вклад в благотворительную акцию. Для нескольких семей собрали портфели и денежные средства. Одной из первых гостей встречает семья Албагачиевых из Сурхахи, в которой 6 детей. После смерти мужа несколько лет назад все семейные заботы легли на плечи Айны. Единственный доход семьи – пенсия по потере кормильца и детское пособие. Конечно, семейный бюджет все школьные расходы не тянет. Портфель яцаза, талса долчен, магазин телевидение, я ногу стладя, ходя, теркудя, я вертиса ерсудах, кетч бибизаж, дукам ищи, тендадавян, я рясхшан сахалт. Еще одна семья из селения Плиево. Зязиковы живут на съемной квартире. А это еще один удар и так по скудному бюджету. Родители не работают. Глава семьи – инвалид 3-й группы. Жить приходится на пенсию 6 тысяч рублей. Для Фатимы Ахматовой подготовить к школе 4 детей – непосильная ноша. И такая помощь для них просто неоценима. Дениному положение подался долчине, он около сундара. Кубердиш, что это садики, вахит хошбасакянг, сунч агул кант важдя чодан, мялер долда, пабуса долчная земля. Семья Аушух тоже из Плиева. Желанный портфель с канцелярии получает первоклашка Аслан. Мальчик собирается учиться только на отлично. Такая помощь со стороны местных властей и благотворителей, признается бабушка Асет, самый большой подарок для малоимущих и многодетных семей. Ну, услышал я их, ну, услышал я тон. Я сделала, я что ходить, это важно, да, сахади. Я слушал, да, семья, дочь, ажмалилдер. Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» принимает уже не первый год участие в акции «Собери ребенка в школу». Эта акция заключается в том, что мы оказываем материальную помощь и помощь в виде школьных принадлежностей. Портфели собраны, учебники детям уже выдали в школе. Осталось только учиться, еще раз учиться и желательно на 5. Мака Келиматова, Адам Долгиев, Новости 24. Акция «Собери ребенка в школу» уже охватила все города и сельские поселения региона. В стороне не осталась и администрация селения Барсуки. Нескольким малоимущим семьям раздали также портфели со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Родителей с детьми пригласили в администрацию. Свой подарок ко Дню знаний получил и маленький Микаил. В этом году мальчик идет в 1 класс и очень рад такому презенту. А ну-ка, так, раз, два. Диарясхал, ездох солтат, кумтахан диар, Юнусбек Баматкиречев, Курова, Юртяна, Тходак Деха, Талса Долчин. Ну, а к тем, у кого не получилось прийти за своим школьным багажом с подарками, сотрудники местной администрации направились домой. Сегодня собираем в школу детей, раздаем портфели с принадлежностями там и более 12 дворов мы сегодня посещаем. А представители фонда «Солидарность» совместили благотворительную акцию ко Дню знаний со своей профессиональной деятельностью, помощью в улучшении жилищных условий. Охватили Яндари, Троицкое и Сунжу. Зарима Ивлоева расскажет подробнее. В семье Костоевых 7 детей. Старшая девочка помогает маме по хозяйству и воспитанию 6 младших братьев. К 1 сентября Мадине Костоевой нужно подготовить 4 школьников. Отец работает водителем, мать занимается подсобным хозяйством. На жизнь хватает, делится женщина, однако расходы перед каждым учебным годом сильно бьют по карману многодетной семьи. Каждый год все дорожает, как и тетради, так и портфель, поэтому... Когда бывает помощь, это очень большое подспорье, если сказать честно. Потому что кроме книг, все остальное приходится покупать в школу. Это и обложки, и тетради, и прописи. Несмотря на то, что забот у многодетной матери много, особое внимание Мадина уделяет образованию детей. Ведь знания, приобретенные сейчас, помогут им встать на ноги, уверена женщина. В ингушской любой семье много времени уходит на быт. Поэтому если время правильно распределить, то можно найти время и на детей, и на беседы с ними. И вот на такого карапуза.
Даже во время летних каникул дети не бездельничают, набираются знаний в медресе. В свои 7 и 8 лет старшие мальчики уже умеют читать на 3 языках – ингушском, русском и арабском. Для фонда «Солидарность» привычные проекты, связанные со строительством домов. Но в акции «Собери ребенка в школу» они принимают участие уже во 2-й раз. Помощь решено оказать тем, кто стоит на учете благотворительной организации. Тимиркиевы ютятся в 2 комнатушках старого дома, который снимают уже 12 лет. В семье 8 детей, финансовое положение затруднительное. Для них сегодня также привезли укомплектованные портфели. Третьекласснику Илезу на правах отличника даже разрешают самому выбрать себе подарок. Молодец. С просьбой о поддержке в строительстве глава семьи обратился в «Солидарность» в 2015-м. Сам Магомед тяжело болен. На средства материнского капитала Тимиркиевы смогли приобрести земельный участок. На большее семейного бюджета просто не хватило. Фонд помог со всеми строительными материалами, а работой – родственники. Такими активными темпами и до новоселья ждать недолго. От нуля. Самого фундамента, фонд «Солидарность» мне помог его довести до такого. Размер 10 на 12, там будет спальня, кухня, проход и 2 комнаты, и еще ванна. Несколько лет назад мы уже поставили окна, месяц назад полностью сделали крышу. Ну, дальше уже посмотрим, что для них можно сделать, или штукатурка, или полы. Ну, а еще одну часть мы постараемся взять на себя. Благотворительные акции объединили весь регион, и неважно в какой сфере, будь то строительство, продуктовая акция или другая помощь. Доброму примеру волонтеров и благотворительных фондов последовали и чиновники, и все неравнодушные жители. Зарема Ивлоева, Сурхо Кусиев, Новости 24. Но в праздничные дни как нельзя кстати будет красивый букет. Символичные цветы украсят любой знаменательный день. В Назране в цветочном салоне «Флоранж» не только составят букет в любой цветовой гамме и форме, но и доставят презент, куда пожелает клиент. География не имеет границ. Предусмотрены скидки. Репортаж на заметку от Залины Могушковой. Этот букет из роз ждет своей доставки в Карабулак. Завтра, на День знаний, ученик вручит его своей учительнице. Ведь любой праздник символично украшает букет цветов. Салон «Флоранж» может доставить цветочный букет в любое место, которое пожелает заказчик. Бывало, что звонили из-за границы те, кто хотят сделать приятное своим родственникам, но не имеют возможности приехать. Курьеры сделают это за них. Мы делаем доставку по всей республике и за пределами, начиная от Малгобека и кончая до Джайравского района. У нас были доставки за пределы, даже в город Беслан, Владикавказ, Карцав, Чермен. Цветочный магазин «Флоранж» работает на протяжении 4 лет и зарекомендовал себя работой, выполняемой с любовью. За этот период салон обзавелся постоянными клиентами, которые обращаются только в этот салон. Флористы тщательно ухаживают за цветами, чтобы они радовали глаз как можно дольше. Они могут собрать букет любых цветовых гамм и цветочных композиций. Собирают букеты как из классических роз, так и экзотических цветов. Цветы хранятся в холодильнике, специальном оборудовании, где установлено холодильное оборудование. Они в холодильнике стоят дольше. И каждые 2-3 дня мы их подрезаем и меняем воду, ухаживаем за ними. Впрочем, кроме оформления оригинальных букетов, салон может подготовить и обернуть любой подарок в зависимости от предпочтения заказчиков. Для этого здесь закупают оберточную бумагу, разноцветные ленты, коробки различных форм, размеров и цветов. Аллергия на цветы может усложнить задачу для того, кто хочет порадовать близкого. В этом случае здесь могут составить букет из шаров, надутых гелием. У нас также в салоне есть арки, которые мы предоставляем нашим жителям республики. Они их берут у нас в аренду на пару дней. Также у нас имеются мягкие игрушки,
разных форм и цветов. Это маленькое царство цветов покупатель найдет по улице Чеченская в Назране. В цветочный салон можно обратиться не только лично, но и по телефону или через социальную сеть. В Инстаграме, к примеру, страница салона называется «Флоранж». Залина Магушкова, Адам Кадзоев, Новости 24. Ингушетия и Павловский автомобильный завод налаживают сотрудничество. В Комитете промышленности региона изучают предложения предприятия по доставке в республику современных автобусов. Презентации транспортных средств проходят в разных субъектах страны, где планируется обновление автобусного парка. Репортаж Саида Куштова. Техобслуживание транспорта, гарантии эксплуатации. Представители Компромсвязи, Ингушетии и ГУП «Ингушавтотранс» интересует все. Один из главных вопросов, будут ли машины после масштабного производства выпускаться на дизельном моторе. Здесь представлены автобусы нового поколения «Вектор», «Вектор Next» и «Вектор 3», которые входят в группу ГАЗ. На все интересующие вопросы отвечает представитель компании ТСС «Кавказ». Спрашивали по поводу автоматической трансмиссии на этот автобус. В принципе, для городского варианта нормально. И это все будет. Завод-производитель гарантирует. Это уже все есть, готовится все к производству. На презентацию транспортных средств пригласили также частных перевозчиков, которые не прочь оценить новые автобусы отечественного производства. Напомню, что комитет активно занимается вопросами обновления пассажирского парка республики. Так, в Ингушетию в 2013 году было поставлено 50 автобусов, а в 2015 эта цифра увеличилась до 106 единиц общественного транспорта. Сегодня мы опять вышли с инициативой на федеральный уровень, чтобы еще раз принять участие в федеральных программах. Это софинансирование с федерального бюджета в размере до 95%. И не менее 5% с республиканского бюджета. Так мы хотели бы обновить данный парк предприятий хотя бы на 50 единиц новой техники. Ибрагим Цычаев водителем автобуса работает уже больше 17 лет. За это время он научился не только отлично водить, но и хорошо разбираться в каждой детали машины. Сев за руль «Вектора 3», Ибрагим тут же делится впечатлениями. Транспорт соответствует концепции пассажироперевозок в современных городах, обеспечивает хорошие показатели пассажировместимости и снижает плотность транспортного потока, благодаря небольшим габаритам и хорошей управляемости. Еще один плюс – низкий расход топлива. Главное цепление, особенное цепление, что отклоняли пазики, сын бобля один от бобля сахалца надалил уже. Я что удобнее, как будто салаж ваш танир. Бобля интересу герон цания, нахачу аппарату ярер. «Вектор Next» и «Вектор 3» – это современное лицо города. Абсолютно оригинальное решение экстерьера и интерьера автобуса нового поколения с повышенным техническим и потребительскими характеристиками, пониженным уровнем шума в салоне и климатическим комфортом. Пожалуй, лучше всех оценить такие условия могут именно пассажиры. Передвигаешься на них, чувствуешь себя отдохнувшим. Хотелось бы, чтобы наряду с нашими обновлениями, которые происходят в республике, у нас появились такие автобусы. Решение о новом обновлении парка автобусов будет приниматься позже, в рамках участия региона в софинансировании из федерального бюджета. Саид Куштов, Хаваш Гойгов, Новости 24. В региональном ветуправлении чествовали врачей-ветеринаров. Отличившимся работникам вручали почетные грамоты и дипломы. В числе гостей были и представители правительства республики и администрации Назрани. В регионе всего 4 отделения ветуправления, которые открыты в разных районах. Там работает больше 200 человек. В Ингушетии работники этой сферы очень востребованы, так как в регионе ударными темпами развивается животноводство. Но тем не менее специалистов в этой области не хватает. Начиная с прошлого года, конца прошлого года и начиная с февраля месяца мы провели массовую работу по вакцинации всего поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. И вы знаете, что мы смогли все-таки в республике обеспечить благополучие в этом направлении по нодулярному дерматиту. В прошлом году мы получили 8 ветлечебниц, это большое подспорье. И на контрольных постах у нас есть прекрасные вагончики. Ну и потихонечку правительство нам уже начинает помогать в этом направлении. Крупный и мелкий рогатый скот, завозимый в республику на выявление заболеваний, проверили сотрудники Россельхознадзора вместе с ветеринарами. Проверяли также соответствующую документацию на продукты питания. В праздник эти мероприятия становятся особенно актуальными. Специалисты Россельхознадзора предупреждают не употреблять в пищу продукцию, которая может вызывать сомнения. А в случае выявления больных животных или отсутствия документов в отношении реализаторов будут приняты необходимые меры.
Сегодня мы проводим контрольные выездные мероприятия в связи с наступлением священного праздника Курбан-Байрам для обеспечения нашего населения безопасности ввоза животных. Но в основном ввоз идет с Кабардино-Балкарии, с Ставропольского края. Возятся крупнорогатый скот и мелкорогатый скот. Трудолюбие, ответственность и упорство. Проверенные условия успеха. Марифа Асканова считает, что именно эти черты помогли ей блестяще закончить школу, затем на отлично вуз. Красный диплом в итоге стал билетом в программу трудоустройства отличников, точнее краснодипломников. Теперь наша героиня работает в одном из отделений крупного банка. Подробнее о ней расскажет Зелимхан Калоев. Рабочий день Марифы Аскановой сегодня начинается с визита к начальству. Марифу интересует вопрос о нехватке нескольких комплектов мебели, дополнительных рабочих местах для сотрудников банка. Хорошо, я обязательно позвоню руководителю подразделения, который занимается закупками в территориальном банке, и, соответственно, постараемся ускорить, чтобы мы уже могли разместить там людей и повысить качество обслуживания наших клиентов. Марифа – одна из счастливчиков, попавших в программу трудоустройства краснодипломников. В 2012 году, окончив Ингушский госуниверситет по специальности финансы и кредит, ее направили в Сбербанк, где, собственно, она и прошла специальную аттестацию, после чего начала трудиться в качестве контролера-кассира. Но в должности контролера-кассира Марифа трудилась недолго. Через 1,5 года, заявив о себе, она стала подниматься вверх по карьерной лестнице и заняла должность менеджера по продажам. Затем в том же году ведущего специалиста по обслуживанию клиентов. Девушка признается, что мечтала работать в банке по своему профилю, но даже не предполагала, что в будущем сможет устроиться в Сбербанк. Мечта осуществилась после 4 лет усердной учебы в вузе. На вручении красного диплома нам объявили, что такая программа инициирована главой, что она разрабатывается. Буквально где-то через 1,5 месяца нас собрали уже в амфитеатре и начали знакомство с нашими работодателями и вручили договоры по трудоустройству. На достигнутом девушка не стала останавливаться. В октябре того же года ее назначили заместителем руководителя доп-офиса филиала Сбербанка. Руководство с первых дней усердной работы новой сотрудницы заметило успехи и достижения. Получила грамоту территориальный банк Сбербанк России, присудила грамоту почетную за те достижения, которые имеются. Смогла показать себя как высоким профессиональным специалистом, эрудированным, быстро погружался в те или иные процессы, которые существовали в банке, брала на себя дополнительную степень ответственности. Немаловажным для девушки было влиться в коллектив и зарекомендовать себя с хорошей стороны. Но и с этим проблем не возникло. Уже будучи руководителем, Марифа старается поддерживать со всеми дружеские отношения. Марифа Асканова уже в системе Сбербанка работает 5 лет и за этот период зарекомендовала себя как очень успешно, как ответственный работник, как человек коммуникабельный, как человек, который всегда идет на помощь не только клиентам, но и своим коллегам. Это замечательный человек, отличный коллега, который добивается поставленной цели и помогает всему коллективу. Огромное ей за это спасибо. К своей работе Марифа подходит ответственно. Ее обязанности много задач. Это в первую очередь обслуживание клиентов, предотвращение операционных потерь, которые могут допустить сотрудники в процессе работы, и не только. Моя работа заключается в том, чтобы клиенты уходили отсюда довольными, получив ту услугу, которую они хотели, сделав ту операцию, за которой они пришли в банк. Стать таким же востребованным работником, как Марифа, может любой студент. Необходимо только четко поставить цель и добиваться ее всеми силами, отмечает девушка. Студентам я хочу пожелать, чтобы они верили в себя, чтобы не смотрели по сторонам, не оглядывались ни на кого, самосовершенствовались, самореализовывали себя, потому что если человек хочет чего-то добиться, он обязательно этого добьется. С началом нового учебного года перед каждым школьником или студентом открываются новые возможности повысить уровень своих знаний и грызть гранит науки, отмечает Марифа. В нашем регионе программа по трудоустройству краснодипломников реализуется уже несколько лет, и благодаря ей каждый год студенты, успешно окончившие вузы, находят свое место в жизни. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.